Главные события уходящей пятницы, 26 сентября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии страны Аллой Памфиловой. Узнаем, о чем шла речь на встрече. В Москве стартовал форум-фестиваль «Креативная неделя». В центре России собрались дизайнеры, артисты, IT-лидеры, чтобы ответить на вопрос, какой будет креативная экономика будущего. Освоить древние ремесла, учиться у лучших и создать свои шедевры. В Якутске стартовал проект «Творческая мастерская народных художественных промыслов». Новый завод, новые возможности. В столице республики открылось первое в регионе производство закаленного стекла. Расскажем подробности. В Якутске стартовали всероссийские соревнования по танцевальному спорту. В ближайшие 3 дня на якутский паркет выйдут 232 участника из 23 регионов. Политическая стабильность – основа успехов России по всем направлениям, заявил на встрече с главой Центризбиркома страны Аллой Памфиловой президент России Владимир Путин. Беседа прошла накануне, поздно вечером в Кремле. Глава государства поблагодарил главу ЦИК и всех ее коллег за то, что они в такой сложной обстановке проводят массовые избирательные кампании по всей стране. Где-то, цитата, это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах и опасно. И тем не менее, все люди на своих местах работают, исполняют свой долг, сказал Владимир Путин. В Москве стартовал форум-фестиваль «Креативная неделя». В центре России собрались дизайнеры, артисты, IT-лидеры, представители власти, чтобы ответить на вопрос, какой будет креативная экономика будущего. Якутия – лидер отрасли. Регион поделился тем, что уже сделано и что будет. Подробности у Айсены Бурнашовой. Креативная экономика – это творчество и инновации. Наш российский культурный код, наши традиции. Ее продукт – интеллектуальный труд. Добро пожаловать в Челябинскую область. На ключевой сессии государства-визионер обсудили новую российскую модель – экономику будущего, где главный капитал – смыслы, а ресурс – талант. В чем наша сила, в чем можно назвать это визионерством, можно назвать это какой-то миссией, да? Но у России, слава богу, с ее огромной культурой, с ее многообразием, в том числе национальным многообразием, этих смыслов на самом деле масса. И они на самом деле являются традиционной культурой. Якутия – один из первых регионов, который еще в 2018 году сделал ставку на креативную индустрию. Результаты очевидны. Созданы IT-парк и квартал труда. Сегодня в креативном секторе республики трудятся 48 тысяч человек. А якутские бренды одежды вышли за пределы региона. Вначале мы набираем бренды, обучаем их. Затем проходит такой особый этап, называется проспекция, когда данные бренды начинают общение с ритейлерами. Это была наша основная задача, чтобы якутские бренды вышли за рамки региона. Особая гордость – якутское кино. Только в этом году кассовые сборы составили 200 миллионов рублей. А всего якутские фильмы получили 280 кинонаград. Дальше – больше. Выход уже на рынки Азии с продуктами, которые не только наши, якутские, но и других регионов. Именно из этих целей мы в марте следующего года будем проводить такой уже глобальный медиарынок, куда мы в первую очередь будем приглашать страны Юго-Восточной Азии, Китай, Ближний Восток. Развитие креативных отраслей открывает для регионов и России новые перспективы. Креативную неделю ждали. Для творческих индустрий сейчас время возможностей. IT, дизайн, мода, кино, литература – всего 16 отраслей формируют креативную экономику. Индустрия растет быстро, в 4 раза быстрее российской экономики в целом. И не случайно символом креативной недели стала семечко – знак роста и развития. У нас цель поставлена президентом вырастить вклад креативных индустрий в валовый продукт до 6%. Если сегодня это 4%, то надо дойти до 6%. Еще раз, да, это 6%, но это 6%, которые заметят все. Российская креативная неделя – крупнейшая площадка для обсуждения тенденций, обмена опытом и продвижения российских проектов. Форум продолжит свою работу. В программе более 80 мероприятий, выступления 500 спикеров из 7 стран.
тема стала понятна, востребована и очень нужна нашим креативным людям, творческим в нашей большой стране. Спасибо. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Новый завод, новые возможности. В столице республики открылось первое в регионе производство закаленного стекла. На неделе предприятие было торжественно запущено в работу и даже успело заключить стратегический меморандум. Какой именно, расскажет моя коллега Сырглана Неустроева. Класс, да? Вот это да. Так. И даже так специалисты нового завода демонстрируют качество стекла, которое только что с пылу с жару достали из печи для закаливания. Еще одна гарантия качества нашего якутского закаленного стекла — не только его прочность, но и безопасность. Об такое разбитое стекло невозможно порезаться. Такого стекла всего за одну смену завод может выпустить порядка 600 квадратных метров. При этом практически исключая человеческий фактор из производства. Все станки работают автоматически по принципу программного управления. Тем не менее, у нас 10 человек, потому что оборудование сложное. И инженеры, которые приехали и обучали, они обучали одному станку одного человека. Поэтому каждый сотрудник наш на вес золота. Как сообщает исполнительный директор компании, только начав работать, производство заключило аж несколько контрактов со сторонними организациями. Но, пожалуй, самую важную подпись стороны поставили на соглашении с агентством по привлечению инвестиций. Согласно документу, организация будет содействовать заводу на каждом этапе его развития. И будем также оказывать содействие в выведении этого производства и его товаров на местный рынок, поддержки во взаимодействии с локальными застройщиками, чтобы деньги оставались внутри региона, экономический рост обеспечивался за счет внутренних производств. Перспективность этого производства отметили и в региональном Минстрое. По словам заместителя главы ведомства Александра Баланова, раньше закаленное стекло завозилось в республику из других регионов и даже из других стран. Отсюда вытекали большие логистические затраты, необходимость ориентироваться на времена года и даже на геополитическую обстановку. Завозимые материалы, они сейчас стоят гораздо выше. Если сейчас мы запускаем производство в Якутске, это так или иначе поспособствует тому, что стоимость этих изделий будет значительно ниже тех материалов, которые закупаются из других субъектов. Впереди у завода много важных задач, но самое главное – покорить местные компании. Впрочем, строить амбициозные планы никто не запрещает. Забегая вперед, скажу, предприятие задумывается над тем, чтобы поставить себе рамки. В прямом смысле, в планах у завода изготовление окон. Сырглана Неустроева, Аэлита Махно, Якутск. Жители арктических и северных районов отрезаны от связи с Большой Землей с начала сентября. Авиакомпания «Полярные авиалинии», единственная компания, совершающая внутриреспубликанские перевозки, резко сократила количество рейсов по социально значимым маршрутам. Причиной тому исчерпание средств из бюджета Якутии. При потребности в 1 миллиард рублей госфинансирование в этом году составило чуть больше 300 миллионов. Эту сумму компания освоила еще в июне. Поэтому билеты в труднодоступные пункты теперь продаются не по субсидированным тарифам. Сейчас жителям предлагают билеты по экономически обоснованным ценам со скидкой от 20 до 40%. Как будет обстоять ситуация в дальнейшем, зависит от депутатов. Илтумен парламентарии утвердят бюджет республики на следующий год уже в осеннюю сессию. Потребности по загрузке муниципальных образований, такие рейсы продолжаются выполнение. Тем самым, чтобы улучшить и определенная доступность была с администрацией муниципального образования, мы смотрим загрузку воздушных судов, авиакомпаний, например, полярные авиалинии и так далее. На сегодняшний день социально значимыми перевозками по состоянию на сегодня порядка 500 рейсов выполнено. Это по всем арктическим районам. В принципе, если определенная острая потребность возникает, при определенной загрузке с муниципалитетами схема уже налажена. В Якутске вот уже на протяжении 4 месяцев жильцы дома по улице Лизы Чайкиной живут без электричества. По этому поводу люди обратились практически во все инстанции со своей проблемой, но дело не сдвинулось ни на шаг, несмотря даже на текущие погодные условия. О том, как жители дома все это время жили, подробности в сюжете далее. Вот у меня плита стоит. Вот свечки.
Холодильник пустой стоит. Плита я включаю, здесь еду готовлю, чай горячий. А у некоторых этого нету. А у некоторых нету. Нет ни света, ни газа. Газ изначально не подключен к дому, а проблемы со светом начались еще весной этого года. Управляющая компания, которой жители исправно платили за свет, не направила эти средства на оплату электричества. Общий долг составил 1 миллион рублей. Тогда жильцы подали на компанию в суд, где выиграли дело. Но в последующем платежей от управляющей компании не поступило. По итогу свет отключили в начале июня. Мы 5 или 6 раз ходили в прокуратуру, писали письма. После прокуратура никак не отреагировала, поэтому мы обратились в администрацию, в мэрию Якутска. Мы были у заммэра, который вовсе отказался нам помочь. Сказал, что мы не имеем права, чтобы к нам подключали свет. Да, на основании никаких законов нет, чтобы мы жили в этом доме. Конечно, она незаконно построенная. Дом многострадальный. Ключи жителям выдали уже в ходе строительства. Владельцы новых квартир заселились, но в конечном итоге строители здания официально не сдали. Тяжбы тянутся с 2017 года. Ни прав, ни регистрации. Этот дом у нас многострадальный, так как он незаконно построенный считается. Мы судились, и как бы нас признали, что дом, как обманутый, но обманутым мы не относимся. Нурбина Семенова ежедневно проходит через темные коридоры дома. А для того, чтобы не споткнуться, некоторые соседи включают налобные фонарики. С мэрии ЖКХ отправляют, ЖКХ управление отправляют, в округ наш, да. И вот так целое лето что-то обсуждают, и до сих пор мы не можем подключиться. Всего в доме 53 квартиры, в которых на данный момент проживает 30 семей. Среди них есть многодетные, а также пенсионеры и инвалиды. Когда я вот эту квартиру получала, у меня 1 внук был, сейчас 7. Вот куда мы все? Материнский капитал я тут вложила. 2 капитала. И что, не знаю, конура наша, что ли. И 7 внуков. Я не знаю еще, куда обратиться. Путин писали там, говорят, что внутри там своем республике разбирайтесь. А кто должен разбираться за нас? Судились. А еще раз судиться нам просто времени, здоровья нету. У нас же не только мы здоровье тут ходим, некоторые умерли уже. Жильцы дома практически оставлены один на один со своей проблемой. Тем не менее, они не теряют надежду и, сплотившись, продолжают стоять на своем. Так, совсем недавно им было подключено отопление. Ну а разбирательства насчет подключения электричества продолжаются. Тимур Калмогоров, Иван Сорокумов, Якутск. Освоить древние ремесла, учиться у лучших и создавать свои шедевры попробуют школьники. В Якутске стартовал проект «Творческая мастерская народных художественных промыслов». В рамках него школьники и молодежь от 14 до 20 лет прикоснутся к богатому наследию якутского искусства. Помогут им в этом признанные мастера по керамике, резьбе по кости, обработке бересты и национальному шитью. Занятия продлятся до 31 октября. Лучшие работы украсят городские выставки. Проект «Творческая мастерская народных художественных промыслов» победитель конкурса на соискание гранта президента Российской Федерации в области для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства в 2025 году. Это для нас очень значимое событие. Наша задача – это воспитание и передача своего знания, опыта будущему поколению. Якутия за активное долголетие. Именно такое название носит республиканский форум, который прошел в столице. На нем собрались сотни участников. Люди старшего возраста, заинтересованные в активном образе жизни и профессиональной помощи в вопросах здоровья, права и финансов. С подробностями Даяна Федорова.
От спортивных занятий до творческих мастер-классов. В этом году форум собрал более 30 площадок, которые предложили участникам разнообразные активности. Здесь каждый смог найти что-то для себя. От танцев до йоги, от рисования до рукоделия. Это кинусайка, пенопласт, пенопол. Мы вот так делаем. Вот смотри, вот как. Рука у них, конечно, плохо работает. Поэтому моторикой вот это они делали. Вот. Чтобы они работали. Среди особенностей форума – консультации юристов и врачей. Участники мероприятия смогли получить ответы на важнейшие вопросы о пенсионных выплатах, финансовых услугах и мерах профилактики заболеваний. Форум очень понравился, да. Очень понравился, да. Это для пожилых очень даже хороший. Спасибо всем. Форум очень хороший. Мне очень понравилось. Все есть. Мы сами выступали, и на йога я выступала. Нам нужен такой форум. Но здесь медицина тоже хорошо у нас. Далеко живу, нарвалась, ехала. Все хорошо, все ладненько. Форум «Якутия за активное долголетие» стал не только пространством для обучения, но и местом для общения. В следующем году форум охватит еще большее количество участников. Будем распространять опыт работы школы третьего возраста, как просветительский образовательный проект. Да? И, конечно же, мы за, чтобы были качественные услуги для наших пожилых граждан. Мы приглашаем НКО, мы приглашаем индивидуальных предпринимателей, общественные организации, чтобы действительно все позаботились о нашем старшем поколении. Отметим, что в республике проживает свыше 191 тысячи человек старше 60 лет, среди которых более 100 тысяч ветеранов труда, более 1500 человек старше 90 лет и 18 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. В Москве состоялась презентация нового бестселлера писателя Александра Седалищева «Герои Якутии. Дороги войны». Книга написана в жанре публицистики о героях специальной военной операции. Автор работал волонтером в Новоазовске, тактическую подготовку проходил в отряде «Ботур» в Якутске. В очерках повествуются реалии боевых действий, читателю дается возможность окунуться в жизнь воинов и увидеть войну изнутри. Вторая книга готовится именно в таком же формате, и именно так же и будет написано, как бы продолжение первой книги это будет. Туда войдут, конечно же, наши ныне действующие бойцы, солдаты, которые на передке, которые на ЛБС. Есть, сразу скажу, есть особые личности в этой книге будут там, да, которые даже с 2014 года воюют. Вторая книга, которую выпустило издательство «Веч» не так давно, в серии «За ленточкой». Это вот герои Якутии, это очерки, это такие живые рассказы о событиях, сейчас связанных со специальной военной операцией на Донбассе. Это рассказы участников боевых действий, живые истории, очень хорошо обработанные Александром Николаевичем. Я думаю, эта книга будет очень популярной. Мы очень рады, что нашли этого писателя и надеемся с ним дальше продолжать сотрудничать. Но тем временем в историческом зале Национальной библиотеки презентовали новую книгу «Татинский род Аросиных в истории Якутии». Издание является второй работой Анны Маякуновой. Автора составила на основе архивных документов генеалогическое древо известного рода, частично восстановила биографию представителей рода. Книга состоит из нескольких глав, из них вторая посвящена зятю Егора Аросина, основоположнику якутской литературы Алексею Кулаковскому. Значит, генеральная линия, которая мною была изучена, она ведет свое начало от Василия Петровича Аросина, и как раз вот все его потомки стали потом старшинами, старостами и головами Батарусского улуса. Поэтому их вклад, конечно, очевиден, очень большой в развитии этого улуса. И вообще Батарусский улус считался самым большим улусом тогда, да, и прогрессивным улусом, конечно. Поэтому, когда мы изучаем историю этого рода, мы получаем очень большую информацию о том, как пестовалась дореволюционная якутская интеллигенция в этих семьях. В столице республики стартовали всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Турнир такого уровня якутская земля принимает впервые. За изящными па танцоров со всей России наблюдала моя коллега Эржен Гармаева.
Сегодня десятки пар доказывают танцевальное превосходство на якутском паркете. Открылись соревнования сложнейшей категории – двоеборьем. Это значит, что спортсмены должны показать сразу 10 танцев – от вальса до ча-ча-ча. Но самых музыкальных и пластичных будут выявлять и в европейской, и в латиноамериканской программах. Наши спортсмены получили уникальную возможность увидеть республику, увидеть многообразие нашей страны. Я пообщалась с коллегами, которые являются руководителями данного комплекса, и такое массовое присутствие, оно вселяет оптимизм, поскольку нас больше, чем по другим видам спорта, участников соревнований подобного уровня. В следующие 3 дня медали разыграют среди детей, юниоров, молодежи и взрослых дуэтов. Мастерство в самом эстетичном виде спорта продемонстрируют 232 участника из 23 регионов России. Мы замечательно подготовились. У нас было сначала наши сборы, потом поехали в Екатеринбург, и уже с Екатеринбурга приехали в Краснодар, подготовились и дальше уже в Якутск. Шикарно. Шикарно? Да. Шикарно, очень атмосферно. Большое спасибо организаторам за такой турнир. Но и пары из Якутии к турниру готовились не менее интенсивно. Нашу республику представят 25 пар из Якутска, Мирного и Ленска. В последнем, кстати, со спортсменами работал именитый эксперт танцевального сообщества Константин Каспер. Очень хорошо. Это мой любимый тренер по стандарту. Вообще. Это тоже мой очень любимый тренер. Он хорошо объясняет. Очень добрый. Были на сборах, все лето тренировались, готовились к этому турниру в Якутске, потому что мы представляем Якутию, во-первых. Полюбоваться красотою и статью танцоров можно в Центре спортивной подготовки «Триумф» с 9 часов утра. Вход на соревнования свободный. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.